Приветствую вас, дорогие уважаемые подписчики, зрители и гости моего канала. Сегодня, как обычно, я и великое китайское творчество, мототехника. Подошла очередная замена масла. Немножко я в этот раз намотал чуть больше. Обычно я меняю где-то 700 километров ровно. А в этот раз уже 776. Общий пробег уже 7635. Это с того момента, как я, собственно говоря, прикупил вот этот вот дырчик. Итак, мотор нагретый. Буквально только что съездил, купил масло. Сейчас будем откручивать сливную пробку. Бессменная моя баклашечка отрезанная, точнее канистрочка. В нее и будем сливать, собственно говоря, масло. Посмотрим, какого цвета, насколько оно стало грязным. Всегда, ребятки, подставляю кирпич под центральную подножку, чтобы мотоцикл был так прилично наклоненный. Тогда я заметил, очень хорошо сливается масло. И подожду, наверное, примерно где-то минут 30, чтобы горячее масло хорошо все стекло, чтобы нигде не оставалось грязного масла. Ну что, ребят, еще чуть-чуть капает масло, примерно уже где-то прошло полчаса. Там осталось уже совсем немножко. Сейчас подложу туда тряпочку. Давайте посмотрим, насколько масло черное. Ну да. За 700 километров с небольшим. Да, черноватое масло. Но не критично. Вот поэтому я каждые 700 плюс-минус километров стараюсь менять на своем дырчике, так скажем, масло. Ну, нормальное. В принципе, можно было бы доездить и до 1000 километров. Ну, так сказать, зачем издеваться над двигателем? Масло не такое уж сейчас дорогое, поэтому и не так много его надо, буквально 1 литр. Лучше заменить и ездить спокойно, не боясь, что накроется там масляный насос, либо еще что-то пойдет не по плану. Так, сейчас закручиваю пробочку. Будем заливать масло. И я расскажу, какое масло я опять заливаю. Итак, вот такое вот золотое кольцо Мохито у меня масло. Масло 1040 полусинтетика. Ровно 1 литр. Вот такой вот фирмы масло. Так, ребятки, сейчас, значит, будем открывать пробочку. Ну и заливать, собственно, маслица в наш китайский чудо-дырчик. Такой здесь щупчик. Протрем вот здесь немножко, сопливит, пыль осела. И будем заливать масло. Ой, как оно пахнет, ребятки, маслица. Чистенькое, новенькое. Ну и заливаем, пока через верх не потекет. Так, я думаю, будет в самый раз. Вот столько остается в баклажке. По-моему, даже еще чуть-чуть можно долить. Вот такое количество. Так, сейчас засунем щуп и померяем, сколько там получилось масла. Норма или не норма. Так, давайте посмотрим, сколько там масла. Ну вот, ребятки, масло в норме. Чуть-чуть выше вот этой вот бабышечки. Я всегда так заливаю. И всегда все в норме, ниоткуда ничего не выдавливает. Все прекрасно работает. Сейчас, ребятки, я бы хотел вам похвастаться, какая у меня свеча зажигания. Как-то где-то с месяц назад, может быть 2, что-то как-то стало холодать. И двигатель на ходу стал немножко, ну, куда-то пропадать искра. Точнее сказать, начал подтраивать. И заранее у меня была купленная из Китая свеча. Сейчас вы ее увидите, эту свечу.
Вот такая вот, ребятки, свеча была куплена. Трехконтактная. Работает прекрасно. Не смотрите, что она черная. Дело в том, что мотор мало работал, а мотор был холодный. Из-за этого. Так она у меня чистая, кирпичного цвета. Все как положено. Вот такая трехконтактная свеча, ребятки. Вот такая на ней маркировка. Чисто китайская. Работает, ну, пока месяца 2 я ездю. Работает без проблем. Пока никаких нареканий на эту свечу не было. Искра хорошая, заводится даже при минусовой температуре с полтыка. Так что проблем пока со свечой нету. Сейчас я вам покажу старую свечу, которая здесь стояла с завода. Вот она, ребятки, это родная заводская свеча. Не знаю, что с ней не так. Ну, может быть, просто она свое отработала. Видите, здесь уже были прорывы газов. И стала она подтраивать, пропадать искра. Поэтому была заменена на новую, тоже китайскую. Пока работает все отлично. Далее, ребятки, появились у меня вопросы вот к этому вот левому амортизатору. Недавно, как вы знаете, кто давно на канале, я поставил вот такие вот амортизаторы. И видите, уже он потек. Придется разбирать амортизатор. Может быть, ремонтировать, а может быть, заменять. Вот как раз в тот момент я хочу посмотреть, есть ли здесь переход между вот этим якобы бачком, ресивером и основным амортизатором. Проходит оно туда или нет. Будем смотреть. Но это в следующих видеороликах. Также скоро будет очень-очень интересное видео, я думаю, всем мотоциклистам и имеющим мототехнику по поводу, собственно, смазки цепи. Ребятки, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Буквально скоро будет видео, я буду снимать вот эту цепь и покажу, как будет надежно и надолго смазать цепь мотоциклетную. А может быть и не только мотоциклетную. Так, далее, ну по большому счету пока у меня серьезных вопросов к этой технике не возникало. Появились здесь еще маленькие такие нюансики, видите, да? Ну, сами понимаете, дешевая техника не может быть супер качественной. Надо будет менять чехол на сидении. Также я покупал, наверное, уже им год, вот эти вот защитные резинки. Как видите, вот уже высохли, порвались. Нужно заказать новые. Так, по двигателю никаких проблем и вопросов у меня нету. Карбюратору тоже. Все стоит заводское, все родное. Ничего не менялось. Есть небольшие еще вопросы по тормозным колодкам. Особенно к задним. Дело в том, что их уже нужно будет скоро менять. Видите, насколько шток выходит, уже подтягивал. Колодки стираются. Я заказал, ребятки, в Китае новые на него колодки, но, к сожалению, почему-то они не особо-то подходят. Нужно что-то дорабатывать, доделывать. Так что впереди будет очень много-много, ребятки, интересного. Подписывайтесь обязательно на канал, и я вам покажу, что к чему да как. Спасибо, что смотрели. Всем пока.